Разработкой, обсуждением и утверждением дизайн-проектов будущих изменений сквера памяти Великой Отечественной войны в Усть-Ухте занялись накануне жители села и представители администрации муниципалитета. Еще в прошлом году путем открытого голосования сосногорцы определили общественные территории для благоустройства в 2020 году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Я полностью поддерживаю мнение жителей, считаю, что это действительно такое знаковое, памятное место в селе Усть-Ухта, оно действительно достойно того, чтобы провести его реконструкцию, так сказать, чтобы оно получило свое второе рождение. Тем более, что в этом году, как вы все знаете, мы празднуем 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Главный архитектор предложила на обсуждение несколько вариантов того, как может преобразиться территория сквера. Новое светодиодное освещение, асфальтирование территории, уютные скамейки для отдыха, урны и цветочная клумба, имитирующая вечный огонь в теплое время года. Ваш сквер будет выглядеть вот так. То есть первоначально с вами уже была встреча, поэтому мы подготовили уже проект, исходя из ваших уже пожеланий. Сейчас у нас получается на сегодняшний момент ситуация в чем? Все прекрасно вы знаете, что ваша стела, она является аварийной. То есть, так как она 70-го года постройки, она уже дала хрен, к сожалению, восстановить то, что сейчас есть, не представляется возможным, поэтому этот объект, он будет все равно реконструирован, будет сделано то же самое, что вот сейчас. На сегодняшний день памятник начал разрушаться. Появился сильный уклон монолитной конструкции, что впоследствии может стать угрозой для безопасности посетителей этого места. Было предложено демонтировать памятник, а на его месте возвести арт-объект, который будет обустроен уже с учетом современных технологий. Усть-ухтинцы активно принимали участие в обсуждениях и вносили свои коррективы. Определяли, каким материалом следует обшить памятник, чтобы это выглядело не только эстетично, но и сохранилось на долгие годы. Самое главное пожелание сельчан – сохранить стиль объекта. Так, например, георгиевская лента, которая расположена посередине объекта, и так называемые жителями крылья памятника с высеченными именами героев усть-ухтинцев должны, безусловно, остаться. Плюсом ко всему в сквере появятся дополнительные доски памяти с именами тружеников тыла и воевавших усть-ухтинцев, погибших уже в мирное время. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В минувшую пятницу, 7 февраля, состоялось очередное заседание депутатов районного совета. На повестке 6 вопросов, основной среди которых – внесение изменений в главный финансовый документ муниципалитета. По информации финансового управления, в текущем году доходы района увеличиваются на 12 миллионов 335 тысяч рублей. Также дополнительно предусмотрены расходы за счет целевых субсидий, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий образовательных организаций и на обеспечение жильем молодых семей. Кроме того, муниципалитет получил грант в размере 4 миллионов рублей из республиканского бюджета по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в регионе. Эти средства будут направлены на ремонт и развитие муниципальных учреждений. В частности, на ремонт спортивного зала кадетской школы, чаши Воевожского бассейна, установку освещения и беговой дорожки на стадионе «Локомотив». Также, выполняя условия использования гранта, за счет дополнительно привлеченных доходов были выделены средства на поощрение за проделанную работу муниципальных служащих, в том числе и главы района. По решению депутатского корпуса размер разовой премии руководителю администрации составил 40 тысяч рублей. Рассмотрев другие вопросы из повестки заседания, народные избранники внесли корректировки в перечень муниципального имущества, подлежащего безвозмездной передаче в собственность городского поселения Нижний Одес, а также заслушали информацию о реализации на территории муниципалитета программы по противодействию коррупции. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорская школа номер 3 стала площадкой проведения муниципальной игры-викторины по правилам дорожного движения для обучающихся 3 классов. В мероприятии приняли участие 8 команд со всех школ города, а также ребята из Усть-Ухты. В каждой команде по 4 человека – 2 мальчика и 2 девочки.
В очередной раз мы собрались с вами на игре «Добрая дорога детства». Она у нас проходит ежегодно, только каждый год приходят новые ребята. И новые ребята показывают те знания, которые они получили в период обучения. Что-то, наверное, им рассказала я, что-то рассказали педагоги. Вот сегодня мы и посмотрим, какие вы знания у нас получили. Всем удачи! Первым и уже традиционным этапом игры стало приветствие. Каждая команда представила свое название, продемонстрировала эмблему и громко и четко прокричала девиз. Наша команда «Стоп!» Наш девиз. Чтоб наш умный перекресток никогда беды не знать. Должен правила движения каждый знать и соблюдать. Затем мероприятие предполагало собой выполнение 5 станций заданий по ПДД. Ребята показывали свою подготовку в знании правил безопасного перехода проезжей части и правила очередности проезда перекрестка транспортными средствами. Определяли группы и названия дорожных знаков, оказывали первую медицинскую помощь, а также сдавали настоящий экзамен по вождению на велосипеде. Также ребята рисовали автомобиль будущего, после чего представляли его на суд жюри. Называли все запчасти, из которых состоит велосипед, и отвечали на каверзные вопросы ведущих станций. Это и многое другое уж точно не осталось бесследным в памяти юных инспекторов. Всем участникам и победителям игры викторины были вручены памятные дипломы. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уже на этих выходных в Сосногорске пройдет республиканский зимний этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в зачет юношеской спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми. С 9:30 начнется регистрация участников, а в 10:15 состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Соревновательная часть начнется в 11 часов. На следующий день выполнить комплекс ГТО можно будет уже с 10 часов утра. Затем ровно в полдень состоится подведение итогов фестиваля. А уже в 2 часа дня жителей и гостей города ожидает торжественная церемония закрытия.